Здравствуйте! В эфире очередной выпуск футбольного тележурнала на БСТ. В ожидании продолжения выступления уфимской команды футбольной национальной лиги мы вновь говорим вам громко и с гордостью. Футбольный клуб Уфа, даешь премьер-лигу. И вот главное на сегодня. Снова в Турции. Хотел бы передать привет всем своим родным, близким, семье своей. В поисках истины перед матчем с Сибирью. Балотелли в Уфе. Стараюсь принести большую пользу. Потенциальный новичок из молодежной сборной. Подарок ко дню рождения. Зуля посвящает гол тебе, я тебя люблю, с днем рождения. Зимний футбол в стиле фэйрплей. Футболисты аграрии рассудят всех. Будем их дорабатывать, тренер все объяснил. Мини-спектакли в мини-футболе. Уфа, даешь премьер-лигу! В День защитника Отечества футбольный клуб Уфа транзитом через Москву отправился на третий учебно-тренировочный сбор, который пройдет в турецком Белейке. На заключительном этапе подготовки задача нашей команды подытожить проделанную работу и в оптимальных кондициях подойти к старту весеннего этапа ФНЛ. В отличие от двух предыдущих сборов, к работе с основной командой не были привлечены игроки из дубля. Как всегда, под пристальным участием Евгения Корнюхина дружно проводят занятия вратари Уфы – Кобызев, Барановский и Степанов, подчас демонстрирующие отточенную технику владения мячом. Помимо вратарей под предводительством Игоря Колыванова и Виктора Лосева, участие в третьем сборе принимают 23 полевых игрока. 8 защитников, 10 полузащитников и 5 нападающих. Нет в стане уфимцев Юрия Кириллова, который досрочно вернулся из аренды и сейчас находится на сборе с московским «Динамо». Также пока в силу травмы отсутствует на турецком сборе Виталий Галыш. Чуть позже остальных к турецкому сбору присоединился японский новобранец команды. Причина уважительная. Невеста Йосуки Сайто подарила ему сына, которого нарекли Дариан. ФК Уфа даешь премьер-лигу. Даешь премьер-лигу. Молодец. В поисках утраченного один из старожилов команды, Александр Василенко, неожиданно разоткровенничался перед камерой и предстал перед нами в образе бескомпромиссной и отчаянной на выдумке розовой пантеры, естественно, в шуточном варианте. Сифон и борода. На кого я больше похож с такой прической? Или Дед Махно, как вчера, кто там прокомментировал? Читал комментарии? Ну все, ладно. Вот. Мне кажется, это Киреев раскидал твои носки. Киреев специально, я не удивлюсь, если они не с общими носками. Где-то там. Не, вот так вот, давай, смотри. И носок мой. Я в тени пока на первой тренировке. Я начну завтрашнего дня. Чуть позже именно Василенко сотоварищи легкой трустой раз за разом измерял периметр местного стадиончика, наверняка вспоминая незамысловатую мелодию. Я пробегаю по дороге, я задираю кверху ноги. Поберегитесь, недотроги, бежит отчаянный атлет. Бараш! Не остается без внимания мое лихое пробегание и регулируя дыхание, я посылаю всем привет. 8 секунд, пошли. 5, 4, 3.
Серию контрольных матчей Уфа начала игрой против Тараза из Казахстана. Наша команда вышла на поле в следующем составе: Барановский, Вильям, Попов, Грачев, Гультяев, Засеев, Войдель, Валикаев, Диего, Михеев, Маркосов. Именно этому составу удалось забить единственный мяч в игре. Он на счету Андрея Михеева. Во второй половине игры стартового ростера на поле остался лишь Барановский, а тренерский штаб Уфы проверил в деле других полевых игроков. Наиболее опасный момент имел Антон Заболотный, но его удар из пределов штрафной площади отразил казахский голкипер, а Голубов, играя на добивании, послал мяч в сетку ворот уже из положения вне игры. А в предпоследний день зимы Уфа обыграла Витязь из Подольска 3-1. Голами разразились наши бразильцы Вильям и Диего. Вновь отличился Михеев. Впереди еще неделя нелегкой работы через тренировочный процесс и контрольные матчи. Работа в Белике продолжается ежедневно с утра до позднего вечера. Ну и дальше легче не будет. Вторая часть дебютного сезона ФНЛ начнется тяжелейшей игрой против Сибири. Уже не в условиях средиземноморского турецкого климата, а в реалиях уфимской, еще почти зимней, но зато домашней действительности. Я хотел бы передать привет всем своим родным, близким, семье своей, всем, кого люблю, кто мне дорог. Вот. И также передать привет всем болельщикам футбольного клуба Уфа, всем Башкортостану. Хочу пожелать, чтобы они приходили на наши матчи, поддерживали нас, потому что их поддержка, ваша поддержка нам очень нужна, без нее нам тяжело будет. Особенно в первой игре, которая, как вам сказали, 11 марта состоится дома, как бы уже точно. Это будет первая игра в этом году, будет какое-то волнение, еще что-то, тем более первый матч всегда они такие ответственные. И хочется пригласить всех на стадион, приходите, поддерживайте нас, потому что на самом деле ваша поддержка нам очень нужна. Сколько бы вас не было, приходите, будет холодно, будет, там, не знаю, какая погода, но вы нам очень нужны, ваша поддержка нам. Еще одним новичком футбольного клуба Уфа стал нападающий Антон Заболотный, известный по выступлениям за молодежную команду ЦСКА. Антон Заболотный, 21-летний нападающий воспитанник липецкого футбола. В детстве занимался в секции спортивной гимнастики. В 13 лет пополнил школу армейцев Москвы. В 2009 году, находясь в системе ПФК ЦСКА, неоднократно привлекался к тренировкам с основной командой и даже входил в заявки на матч Лиги чемпионов. Но в официальных играх за армейцев на поле так и не появился. Далее выступал за Волгарь Газпром из Астрахани. В 2010-м на его счету 6 мячей в 16 играх. В рамках прошлого первенства ФНЛ Заболотный находился в аренде в Екатеринбургском Урале и Брянском Динамо. В общей сложности проведя 34 матча и забив 8 голов. Вернувшись в ЦСКА, провел с командой Слуцкого предсезонную подготовку, в частности сыграв полноценный второй тайм контрольной игры против ФК Уфа. Впоследствии получил травму и пропустил несколько месяцев. Перед появлением в стане уфимской команды находился на просмотре в Крыльях Советов, но Гаджи Гаджиеву не подошел. С февраля 2011-го игрок молодежной сборной России. Вместе с Юрием Кирилловым потенциальный участник Евро-2013. Имеет производное от фамилии прозвище Балотелли. Для меня вариант свой очень хороший, постараюсь принести большую пользу. Заявочная кампания перед продолжением первенства ФНЛ завершена, и вот ее итог для футбольного клуба Уфа. Новичками нашей команды стали 9 человек. Это вратарь Михаил Барановский, защитники Дмитрий Грачев и Илья Гультяев, полузащитники Артур Валикаев, Константин Подкорытов, Алексей Сквернюк, Йосик Исайто, нападающие Дмитрий Голубов и Антон Заболотный. В свою очередь Уфа также отзаявила 6 игроков. Команду покинули Сергей Путилин, Антон Киреев, Евгений Духнов, Сергей Сачук, Юрий Кириллов и Алексей Васильев. Пока наша команда завершает подготовку ко второй части первенства ФНЛ, на уфимском стадионе «Динамо» уже давно кипит работа по созданию всех условий для проведения домашнего матча против Новосибирской Сибири. Пока футбольное поле обрамляет каток, который будет функционировать до 2 марта. После этого при помощи специальных установок планируется расплавить лед. Сам искусственный газон уже практически очищен от снега, который постепенно вывозится за пределы стадиона. Прогнозируемый в ближайшие дни снегопад может добавить работы, но, как говорят в уфимском клубе, это не критично. Кстати, практически ежедневно специальная комиссия, составленная из представителей ФК Уфа, инспектирует ход работы на «Динамо». О положении дел в женском футболе в преддверии очередного старта Уфимской Агидели в первенстве России мы поговорили с генеральным директором структурной республиканской ассоциации Падимом Ахметовым. Подготовка идет планомерно, как и в прошлые годы. К сожалению, не можем похвастаться тем, что возможностью выезда на сборы
Не то, что за пределы страны, а за пределы республики. Поэтому все происходит сейчас в зале тренажерном, бассейн и пробежки, как говорится, на поле. Пока изменений по команде нет, то есть селекционная, как говорится, селекционная работа начнется уже где-то во втором квартале. Вызовы сборной – это больная тема. Посудите сами. Наши девочки даже вот 97-го года играют за сборную Урала 94-го года и играют на ведущие роли. То есть играют тренеры сборной юношеской, говорит так, подходит юниорской к ним, разговаривает. Но и более взрослые девочки могли бы играть в сборной. Но одно условие – нужно играть в высшей лиге. Вот эту задачу мы пытаемся уже второй год решить. Поступательное движение есть. В прошлом году мы были 8-е, в этом году 5-е в стране. Вот чего-то не хватает. Чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть не хватает. И тогда и будет наша звездочка играть в сборной. Потому что потенциал очень хороший. Как мы не стараемся, собственными силами собственных воспитанников, все-таки мы не сможем решить, наверное, эту задачу. И недостаток вот финансирования, который позволил бы купить 1-2 игрока, что могло бы уже решить вот эту задачу выхода в высшую лигу. Раиль Мирбаевич всегда трепетно следит за выступлением нашей команды, потому что педуниверситет является одним из учредителей этой команды и делает все, что возможно для и подготовки к участию в играх, и в тренировочном процессе, и в учебном процессе. Поэтому его поддержка ощущали игроки прямо на финальном турнире, который проходил в Сочи. Если бы не поддержка Раиля Мирбаевича, то есть все было бы, наверное, еще хуже. Бесконечно рад, что в республике повернулись к футболу вообще. И с удовольствием наблюдаю, как на глазах растет футбольный клуб Уфа и в материальном положении, и в разных направлениях. И с надеждой, лелею надежду, что и обратят взор и на женский коллектив. Причем футбольный клуб Агидель же уже и знает Международной Федерации, то есть ФИФА. Потому что к нам приезжали гости из ФИФА. И продолжая вот эту тенденцию продвижения города Уфы не только в всероссийском масштабе, но и в международном, дойти до Еврокубков в женском футболе гораздо легче и гораздо дешевле. Минувшее воскресенье поставило восклицательный знак в зимнем первенстве республики по футболу. Игры пошли под эгидой «Фэрплей». Уфимский Затон, заснеженное футбольное поле стадиона «Водник». Именно здесь решилась судьба победы в первом спустя 40 лет зимнем чемпионате республики. Еще раз стартового свистка свои рассуждения специально для нашей программы осторожно, но авторитетно излагали легенды башкирского спорта. Ваш прогноз на сегодняшний матч что будет? А кто с кем играет? В смысле, играет Уфа-2, Башинформсвязь. Это две команды одного возраста, да, можно сказать, 93-го немножко, и в основном 94-й год играют, да. Ваш прогноз? Прогноз не могу ответить на это, потому что равные команды, поделены пополам. Я не могу сказать, как это закончится. У нас сегодня товарищеская игра после них, и я не могу сказать счет. Ну, я думаю, что побьются ребята. Только немножко головные уборы надо детям с моей стороны. Это обязательно, потому что в команде мастеров, если ты без шапочки вышел, тебя сразу оштрафуют. А тут целый матч будут играть. На это внимание надо обращать. Я считаю так. Интрига матча между двумя командами тренерского тандема Микаэлянов, фактически костяка уфимских дублеров, была очевидна. Для оккупации золотой и серебряной позиции по итогам турнира Уфа-2 и Башинформсвязь устраивал дележ очков. Самый простой потенциальный исход игры. Победа Биса выводила на первое место связистов. В других ситуациях необходимым была калькуляция разницы забитых и пропущенных мячей с учетом параллельного результата, имевшей шансы на вторую позицию команду АК-47. Поэтому сомнений в сговоре одноклубников в силу турнирных условий, разбитых на два коллектива, было мало. Сегодня играют за первое место две ваши команды. Какие будут у вас именно приоритеты?
Ну, буду переживать и за Башкортостан, и Уфа-2. Сегодня, я думаю, победит сильнейший. И никакой там будет работать, как, скажем, считаю, что играем с соперником других городов, так что игра будет интересная. Ну, не секрет то, что и та, и другая команда, это, собственно, вот костяк Уфы-2. По какому принципу вы разбивали вашу основную команду на две части? Ну, Уфа-2 более, так скажем, игроки, которые уже все рассчитывают на них на этом сезоне. А Башкортсвязи сейчас как просмотр ребят, есть там и Харнасов играет, как скажем, сбор вернулся играть. И, скажу, там есть несколько человек, что очень меня удивили, что они будут в скорое время Уфа-2 вместе тренироваться вот так. На сборах 24 человека, сегодня нам обещают 24 человека. Я думаю, что из Башкортсвязи 6-7 человек попадут в Уфа-2. Вот для этого мы ставили две команды, что все играли, игровая практика была, и смотреть, кто чем дышит. Уфа-2, укрепленная прошедшими кипрский сбор с главной командой республики Денисом Гайсиным и Тагиром Ахмедшиным, начала золотой матч достаточно уверенно. После подачи углового Илья Севастьянов за счет правильно выбранной позиции положил победное начало для своего коллектива. Часто на угловых подключаюсь, забиваю головой. Вот прошла хорошая подача. В принципе, в ту точку, откуда и обычно голы залетают. Никто со мной не сыграл просто, и все. Ну, как погода, как вот поле, как соперник? Ну, соперник серьезный, как бы вместе тренируемся. Почти равный, ну, немного посильнее. А погода, ну, так, благоприятная. Главное, что не мороз, тепло, вот даже без шапки можно играть. В начале второго тайма Пономарев с пенальти сравнял счет. Но перспективная когорта Уфы-2 своими атакующими действиями на поле окончательно и бесповоротно уничтожила мысль о перспективе потенциального договорника. Причем каждый из 3 забитых мячей был посвящен Салавату Мухтаровичу Гайсину, одному из тех, кто возродил для столицы республики профессиональный футбол 4 года назад. Дедуля посвящает гол тебе, я тебя люблю, с днем рождения! В итоге Уфа-2 одержала крупную победу 4-1. Бисовцы пытались до последнего заработать необходимую для них разницу мячей, но ни Игорь Безденежных, ни Булат Хайернасов успешной голевой жилы у чужих ворот не обнаружили. Уфа-2 сильная команда. Мы как бы, это, во-первых, это одна команда, просто поделили на 2 состава, чтобы все играли, получили игровую практику. Но сегодня победил сильнейший. Вот сегодня показалось, что на самом деле мало было стыков, не шли в борьбу, потому что все-таки чувствовали, что это товарищи по борьбе. Да нет, по-моему, сегодня все боролись, как бы выцарапывали мяч в каждом моменте. По-моему, была хорошая игра. Каждый пытается доказать, что он лучше на поле. И Башкортостан тоже показал. Сегодня и стыки были, и все были. Игра была, мне кажется, ну, не самая мягкая. Там каждый пытался показать себя. Я думаю, некоторым удалось. Ближе к концу второго тайма одна из бровок стала заполняться спортсменами в одинаковых бронзовых костюмах, в которых узнавались цвета Гранда из Каталонии. После того, как финальный свисток Артура Каримова зафиксировал невероятный жест фейерплей со стороны команд Макича Микееляна, игроки АК-47 дружно поздравили с заветными серебряными медалями. Почему мы играем в Барселону, ребят? Кирилл, как Барселона, почему? Потому что мы играем в атакующий футбол, пропагандируем комбинационный стиль. Да мы вообще испанцев, каталонцев любим сильно. Это, наверное, вырастет тоже. То, что сегодня команды одного тренера разыграли фактически бескомпромиссную игру, вот не пошли на какой-то сговор, вот для вас какое это ощущение? Неожиданно тоже. Мы думали, что ну, они как-нибудь там договорятся. Скажи большое спасибо Максу Сергеевичу. Большое спасибо, Макс Сергеевич. Да. Честный футбол. По мнению организаторов, Динар Исмагилов стал лучшим игроком турнира. 3 индивидуальных приза, вратаря, защитника и полузащитника прибрали к рукам футболисты Уфы-2. Виктор Янборисов, Тагир Ахмедшин и Илья Севастьянов. Лучшим бомбардиром зимнего первенства с 6 мячами стал игрок команды Башинформсвязь Александр Пономарев. Не сговариваясь, призеры турнира коллективно поздравили с днем рождения почетного президента ФК Уфа. Я очень доволен. Надеюсь, что на следующий год у нас чемпионат будет более представительным еще. Вот. Мы сделаем все для этого возможное. Поэтому любите, играйте, живите футболом.
Теперь о мини-футболе. Шестерка команд-участниц второго этапа республиканского первенства определилась еще в минувшие выходные. Теперь вершителем судеб, а точнее распределителем мест в турнирной таблице, является команда Башкирского аграрного университета. Накануне БГАУ одержал важную победу над одним из главных конкурентов в турнире – представителями Башгоспедуниверситета. В первом тайме, который прошел в относительно равной борьбе, был забит лишь один мяч. Отличился опытный Сергей Косолапов. Поэтому в перерыве футболисты БГПУ не скрывали серьезного настроя для перелома в игре. Так, моменты немного с вами доиграли. Да. Ну, впрочем, сейчас в перерыве уже свои ошибки посмотрели. Будем их дорабатывать. Тренер все объяснил, установку дал. Думаю, отыграемся. И действительно, вторая половина игры оказалась богатой на голы. Хет-трик оформил игрок БГАУ Евгений Тюрин. Итоговый счет 5-2 в пользу аграриев, игру которых в отсутствии захворавшего главного тренера Юрия Подбельского вел капитан команды Виктор Николаев. Побыстрее, Русик, побыстрее все! Эту победу команда, не сговариваясь, посвятила своему наставнику и пожелала ему скорейшего возвращения в строй. Юрий Геннадьевич, у нас главный тренер, заболел, попал в больницу, поэтому немножко эмоциональный спад у команды имеется. Но стараемся, поддерживаем его, и эта победа будет посвящена ему. Теперь до конца первого этапа осталось провести два матча, оба с участием БГАУ. Для соперников гидравлики ВОК и Зенита эти игры турнирного значения уже не имеют. Первые, как и Горноскалы, в плей-офф уже не попали, а Зенит на 100% будет иметь 6-й посев. Зато аграрии в случае двух побед займут первое место по итогам группового турнира. В силу того, что БГАУ параллельно участвует и в первенстве страны, оставшиеся игры состоятся в середине марта. Вы смотрите футбольную программу на БСТ. Подошел к концу очередной выпуск футбольного тележурнала на БСТ. Счет до возобновления первенства ФНЛ идет уже не на дни, а даже на часы. Напомню, 11 марта футбольный клуб Уфа на своем поле принимает Новосибирскую Сибирь. Начало матча и прямой трансляции на башкирском спутниковом телевидении в 19:00. Футбольный клуб Уфа. Даешь премьер-лигу. Увидимся на футболе. Я рад всем сказать, что мы 11 марта проводим первую после большого перерыва игру. 11 марта в 19:00 всех жду. Болейте за нашу команду, стадион «Динамо». Мы сделаем все возможное, чтобы обрадовать своих болельщиков. Приходите, болейте за нас. Футбольный клуб Уфа. Чемпион.